Братья, после хорошего наставления Мухаммада, сейчас такой короткий экскурс. Постараемся, вот сейчас, когда мы здесь туда-сюда ходили, между братьев так разговор, там, ауховские всадники, откуда, что, как. Хотелось бы рассказать вам, почему ауховские всадники, откуда это взялось, и в общем о нашей сегодняшней встрече и нашем дальнейшем, иншаллах, взаимодействии в братских отношениях, укреплении. То, что касается нашей, скажем так, организации, которая называется Ауховские всадники. Почему Ауховские всадники? Там в группах бывают там всадники Ауховского района, там, тут, но на карте на сегодняшний день нету ни Ауховского района, ни селения юртовых, там, этих моментов нет. Просто чтобы, потому что здесь есть братья, которые приехали из другой республики, чтобы было понимание, если вдруг, когда вы поедете домой, скажете, вот мы были у Ауховских всадников, а что это, где это, как это, чтобы у вас было что ответить. Ауховский район, он расформирован в 1944 году, как мы знаем, многие народы Кавказа были подвержены репрессиям, отправлены в ссылку, кто-то остался, кого-то отправили. Многострадальный чеченский народ, который проживал на этой территории, был выслан. И Ауховский район был расформирован. Когда начали мы собираться, так скажем, любители лошадей, собралась такая группа, стал вопрос, как мы будем называться, как мы будем себя именовать. И, конечно же, лошадь, она благородное животное, она все равно откидывает нас к нашим корням, к истории, к религии. И вот пришла идея назваться Ауховскими всадниками, Ауховские всадники Ауховского района, чтобы тем самым дать возможность подрастающему поколению понимать, видеть и ценить свою историю, откуда мы, как мы вообще здесь жили, что, то, что связано с нашей историей. Решили вот так вот назваться. Поэтому, чтобы у вас было понимание, именно от этого и пошло у нас название Ауховские всадники. Второй момент. Искренне хотелось бы вас поблагодарить за то, что вы к нам приехали. Мы очень рады вас видеть здесь в гостях, мы рады вас принимать у нас в гостях. Это вот это мероприятие и сам вот этот вот повод, который Мухаммад в начале, когда выезжал на этот переход, озвучил, что президент страны назвал этот год годом народного единства, да, Мухаммад? Правильно, да? Дружба народа. Год дружба народа, да. Это очень знаменательный такой момент, особенно для нашего Кавказа, да, когда разные национальности, еще исторически мы связаны, история нас связывает, религия нас связывает, братство нас связывает. Поэтому вот этот вот поход, он как-никак кстати, и в этом плане Мухаммаду, его товарищам, которые поддерживали его в начале и поддерживают, хотелось бы сказать огромное спасибо, потому что сама идея сделать что-то во благо объединения братства, усиления братских вуз, она, может быть, живет в умах каждого, но чтобы воплотить эту идею, это не каждому дано, это бывает из тысячи, там, один человек выходит, у которого тоже это в голове есть, и предпринимает какие-либо там меры, и вот вы видите, сегодня весь этот народ, сегодня здесь, там, позавчера были там, завтра, иншаллах, будете дальше. Вот человек с искренним намерением, чтобы объединить братьев, вышел, и вот такой вот баракат из этого вышел. От его намерения, что нас всех объединяет, это, конечно же, лошадь. Благородное животное, о котором сказано и в Коране, и в Сунне.
Вот это все нас объединяет. Поэтому Мухаммаду и его друзьям хотелось бы сказать спасибо, искренние слова благодарности. И у нас есть такая небольшая традиция, вот мы вот на нашей группе, да, мы тех людей, которые приходят к нам в гости, или когда мы идем в гости, это сам по себе вроде бы ничего такого. Это наш герб нашего клуба, скажем так, да. Нам бы хотелось его подарить Мухаммаду и его друзьям за вклад в укрепление братских уз и популяризацию конного дела. Мухаммад, тебе баракалла, спасибо, что реализовал это все, объединил всех этих братьев, собрал сегодня нас всех здесь сегодня. Поэтому это наш герб. У каждого там орнамента в этом есть своя история, свой смысл. Думаю, сейчас углубляться там, расширять это смысла нету. Но так, чтобы у тебя дома было, и ты помнил, что ты был у нас. Иншаллах, в любое время мы, братья, всех вас ждем. В любое время всегда рады вас принять к себе в гости. Мы все, иншаллах, братья, только братство и братские отношения на основе и на фундаменте религии будут для нас полезны и в этом мире, и в ахире. Поэтому вам всем баракалла, что вы приехали. Рады вас видеть и рады вас принимать у нас здесь. Всем баракалла, братья. И еще момент такой есть. У нас есть один наш брат. Он в нашу вот группу, он всегда поддерживает. Любые наши маленькие мероприятия, большие мероприятия, гости, кто бы там ни был, он всегда старается проявить внимание относительно нашей такой команды. И у него есть вот такая питательная паста. Ну, как мы все знаем, витаминный комплекс такой. Особенно всадникам, как-никак кстати, поэтому, братья, всем всадникам, которые приехали, иншаллах, по одному витаминному комплексу от нашего брата. Можно условия сказать? Да. Пока поход не закончится, не кушать. Такой вариант тоже. Всем там есть, каждый может потом набрать. Не дойдем до Мухаммад, если есть еще что сказать, добавить, братья, если у кого что есть сказать, пожалуйста. Не женатый мне зовут. Альхамдулиллахи вахда вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'да. Мы, Аллахи, с первых дней, как едем, не увидим. Аллах, каждая по-своему более удивительная. Когда вы нас там встретили, вот эти слова, когда вы произнесли, когда вот эта вся церемония произошла, как будто бы у нас вот так вселилась такая сразу же моментальная любовь к вам, и мы вот как будто бы встретились со своими братьями, которых там 100 лет, грубо говоря, не видели, или там была разлука какая-то, но мы вот встретились. И мы понимаем, что там национальные границы, да только у нас в головах, и такие же люди, такие же братья. Вот этот баракат, это посредством вашего старания ради Аллаха встретить гостей. И Аллах Субхану ва Тааля вам огромное благо в этом дал, вы преуспели в этом. И я надеюсь, что Господь миров вам запишет. Я это повторяюсь каждый раз, но это красиво, и это реально за то, что нужно бороться. С каждым правильным мусульманином, говорит, в гости, когда он приходит, 70 ангелов приходит. И посмотрите, сколько людей вы собрали вокруг себя, и я надеюсь, что Аллах Субхану ва Тааля оставит этих ангелов здесь, чтобы они за вас молили Аллаха, чтобы Аллах вас простил, Аллах вас вел в райские сады. Нам очень приятно, я от лица всех наших братьев, которые были в походе, многих я узнал недавно. И многие мне стали родными, да, и как бы вы. И от лица всех я хочу очень поблагодарить вас. Это своего рода вообще другое гостеприимство, которое мы еще пока не видели на этом. И каждый по-своему был очень красив, очень... Я не могу никого выделить по-особенному, но каждый по особенности выделялся. И я надеюсь, что эти походы будут чаще, мы будем друг друга ездить, друг друга любить, ценить. И на первом месте не будет у нас лошадь или же какой-то спортивный интерес, а на первом месте всегда у нас будет братские отношения. При любом вопросе чтобы каждый из нас, я понимаю, он любит свою лошадь, но когда станет вопрос, брат или лошадь, чтобы всегда выше был свой брат. И лошадь
или стала бы подарком, или же ну, еще чем-то. Да. Громко не говорите слова. Да, поэтому я надеюсь, что вы с нами тоже присоединитесь, дальше тоже пойдете. Еще если есть братья, которые, ну, есть у которых есть желание, но нет возможности, скажем так. Но посмотрим, что у кого и желание, и возможности, если совпадут, завтра, иншаллах, с утра на этот момент начнем. Так, если, братья, если кто-то еще хочет что-то сказать, что-то добавить к нашему общему братскому, мы вас с Наби. радостью выслушаем.